Марина Федоровна, в моем доме завелись привидения. Они не дают мне спать по ночам, они орут, шумят, они расцарапали все ковры, все диваны. Они разбрасывают мои вещи, я ничего не могу найти. А вчера они знаете, что сделали? Они утащили мое домашнее задание по математике, я его мечтала сделать целый день. Настя, бедная Настя, на этот счет существует несколько версий. Ученые предполагают любопытные теории на этот счет. Некоторые видят причину в инфразвуке. Это звук очень низкой частоты. Ухо не слышит его, но тело воспринимает его вибрации. У некоторых людей эти вибрации могут вызвать страх и беспокойство. Другие специалисты изучают, как электромагнитное излучение влияет на человеческий мозг. Люди с определенной формой эпилепсии страдают нарушением височной доли мозга. Эти нарушения могут провоцировать видения, часто религиозного характера. Смотри, я вчера сфоткала настоящую летающую тарелку. Что-то я не очень верю, что это настоящая тарелка. Да правда настоящая. Ты правда веришь, что НЛО существует? Давай спросим у библиотекаря. Ну давай. Девчонки, я вас услышала, и чтобы развеять ваши сомнения, советую вам прочитать вот эту замечательную книжку, которая называется «Рацио». Что тут пишется? Человеческие технологии и природные явления постоянно путают с НЛО. Ложную тревогу вызывают звезды, другие планеты, необычные облака, миражи, вспышки, воздушные этапы, воздушные шары, запуски ракет, дроны и многое другое. Пилот Арнольд Кеннет, который якобы увидел НЛО, скорее всего, увидел мираж. Миражи – это иллюзии, возникающие при преломлении света, который проходит сквозь слои холодного и теплого воздуха. Девочки, я читаю такую интересную книгу по хиромантии. Хотите кому-нибудь погадаю? Нет. Тимофей, специально для тебя я принесла книжку. Хочу зачитать интересный факт. Когда Рэй Хеффман был подростком, он выучился хиромантии. Сначала он просто хотел заработать карманные деньги, и у него получилось так хорошо, что вскоре он сам начал верить в это. Например, если он замечал, что линия сердца прерывается, то человек подтверждал, что всегда был несчастлив в любви. Несколько лет спустя друг уговорил его на спор говорить клиентам все наоборот. Если линия сердца прерывалась, Рэй Хеффман должен был говорить, что человек счастлив в любовных делах. И даже эти предсказания все время подтверждались. Тимофей, я тебе советую прочитать вот эту книгу.